смешной, а? У нас сегодня влог. Мы будем показывать наш район. Да, мусоровоз. Старт! Внимание! Марш! Арчи! Мы будем вам показывать сегодня наш район. Нам осталось здесь жить где-то 1,5 месяца. И хочется показать этот классный район, который нам очень полюбился. Мы здесь прожили больше 3 лет. И сейчас идем в парк, покажем все окрестности, покажем цены на недвижимость, дома, которые строятся. В общем, все про наш район. Это метро. Отсюда ездят автобусы до Внуково и ближайшие поселения по Киевскому шоссе, по Боровскому шоссе. Вот здесь начинается район. Здесь всего 2 ЖК. Это городские истории и город-парк Переделки на Ближнем. Супермаркетов здесь много, на любой вкус. Пятерочка, Мираторг, Перекресток, Дикси, ну и маленькие магазины. Начинается, и вот как выходит с метро, вот Кольцевая, и вдоль этой дороги, если идти, там офис продаж как раз Переделки на Ближнем. Медленно идешь, чем дольше идешь. Привет, детишки, ребятишки. Какого года? Я здесь живу с 2015 года. Ага. Сколько уже получается? 8 лет? Офигеть. Ну этот парк открыли почти с метро. Это в каком? Вы давайте я вас не буду информировать, я не помню. Наверное, года в 19-м открыли. Ну да, мы приехали, он был новый, да? Да, был Вот. новый совсем. Его Мы в закрыли. 19-м осенью приехали. Сейчас А сядем долго на его скамеечку? делали? Где-то год. Он, Делали. получается, стоял как лес, и вы гуляли Да. здесь? Не, мы не гуляли. Вот когда прям А. открыли парк, рассказывали, тогда Ага. только стали. Ну вот как раз в ноябре, да, 19 приехали, он был новый, все было новое. Да. Вот это было классно. Здесь зимой деревянную горку заливают водой, и зимой катаются на ледянках, на санках. Вот это, Деревья скажем, да, все. И тут, казалось бы, очень-очень близко от дороги, но так уютно и тихо, да, не сильно слышно. А летом вот здесь вот загорают, вот пикники устраивают уже, лужайка, да. Ого. Место силы Переделки на Ближнем. Да. Вот это вот интерактивные игрушки. Дети очень любят. И столбики. Они зимой и летом, кстати, работают. Единственное, по-моему, с 9 утра. Если рано прийти, то они не работают. Здесь очень много разных игр. Догонялки разные, викторины. Классно. Да. Первая рокировка. Точнее, уже вторая, да? Арчин уснул.
Дюна. Мама, это что? Я буду меня себе все, и выходим. По всему парку есть такие вот беседки. И в снег, и в дождь можно здесь посидеть. И в середине парка есть веревочный парк. Сейчас покажу быстренько. Он работает тоже и зимой, и летом. Очень классная площадка. От 7 лет, наверное, от 6-7 лет. Для малышей не подойдет. Есть тарзанка, полоса препятствий разных. Еще, кроме этого, есть вот такие вот столики, где можно посидеть, подождать детей, пикник устроить. Тут отмечали день рождения Сандары. О, вот орешек. Вот и моя. Классно, да, мы тут погуляли все 3 года вместе. Вон Мы еще будем гулять. каких малышей вот Да, вырастили. выгуляли Реально, прям с с самого рождения. Я тут беременная, все беременная. Гуляла, С каждым годом транспорта больше, колясок больше. Зато как они быстро растут. Да, на свежем Сами. воздухе. Да. Я уже до такой степени говорю, иду, и выходим, я говорю, Илья, вызывай лифт. Тут рядом Внуково, поэтому очень много самолетов летают. Здесь в прошлом году открыли большую площадку классную, но она больше для старше детей. Идет полоса препятствий. И вот этот комплекс, он для подростков выше 140 сантиметров детей вообще. Он такой вот, типа горки скалолазные. Скорее всего, из-за того, что парк называется Рассказовка, вот в этой площадке очень много разных сказочных персонажей из дерева. Сейчас покажу. Кощей. Немножко. Маша и Медведь. Кошечка. Эмиля. Здесь очень прохладно летом, и из-за того, что вот стоит в тени, очень классно в жаркую погоду здесь гулять. Дюна, Дюна, Дюлур. Hadi bu arada bağlar burada.
Jonathan Tema. Ilana Kena. Ликена не уйдет. Следующий вопрос. Да, какой? Сколько километров выходит, если пробежать парк? Я не знаю, но выходит 3 круга, час. Сколько километров? Ну, я это не от знаю. скорости уже зависит, а в целом? Где-то километров 5, наверное, все вместе. Три Не круга. весь парк, это 3 круга, да. Значит, Где-то километр, километр. да. 1,5 километра. Один круг. В целом классно же бегать по парку, да? Ой, ну это прям заряд энергии. говорю, вообще. Ты бегаешь и зимой, и летом. Нет, я только вот 2 недели начала бегать. Но ты же Я- зимой тоже, по-моему, бегала. Я не бегала, я всегда ходила. Ходила, да. 3 круга. Марина всегда вот с дочкой. Каждый день ежедневно гуляла, Да. в отличие от меня. Даже были эти дождь, там что, бури. Я все равно одна с этой коляской. У меня был такой Мерседес. Он один тут проходил, наверное, по всем этим. Да. И вот прям не сидится дома, ой, плохо сидится, пока вот не походишь по кругу. Потом придешь, все, как будто все выполнила. А мы сейчас пойдем по нашему маршруту. Обычно мы вот когда гуляем с Мариной, мы по парку гуляем и идем через лес, выходим. Раньше, кстати, у нас дорога была закрыта, и мы гуляли еще там, да? Сейчас покажем эту дорогу, Да, там прям было вообще да, так 8-ю спокойно. базу. Всё. Да. И место с малиной, если найдем. Малина когда? В августе только начнет, да? Но в июне, где-то в конце июня. Здесь мы вырастили вот этих лялек. Прям грудных. Классное время. В прошлом Марина каждое лето уезжает, Да. и летом мы гуляем одни. И я ей отправляла видео, фотографии, где мы малину собирали. Позапрошлом году собирали прямо здесь, в парке. В прошлом году чуть дальше, в лесу. Ты еще и варенье варила. Да. Мне еще давала варенье. То есть не только себе, еще и угощала. Да. Это уже точно хватит. Да. Ой, как красиво. Такие сладкие. Спасибо. Лиана одела на меня венок. Ой, мы как раз не показали все площадки. Вот здесь. Ага. Чугайда парка, Арчин. Арчин. Парка Чугайда. Прогулки — это значит
Неизбежно вот такие ситуации. Оскойдың да. Оскойдың да. Блин, у меня руки были заняты. Руки были заняты. У нас тут перекус. Так, Марина, подожди. Тоттың да. Тоттың да. Мы готовы, дети. Мы идем по какой? По частный сектор. Справа частный сектор, а тут какие-то Ну, здания. вот это тоже дома частные. Там еще дальше, если вглубь, вдоль парка коттеджный поселок. Коттеджи видны с парка. Хайда Фьюрери. Дюна. Вот строят новые дома. Зимой еще не было их. Вот мы перешли с парка через частный сектор в лес. Через этот лес выйдем на 8-ю фазу. Это как называется? Ну, в общем, край нашего района. Нас окружает лес. Ага. Наш район. Кстати, этот лес, оказывается, лет 50 назад сажали Да? пионеры, да. Они в ряд все стоят, смотрите, например, вот этот. Видишь, ряд? Да, вижу. Вот стоит ряд. Кита только что рассказал, что этот лес сажали пионеры. Хотя, не знаю. Не заметил. Мы с Сандарой в прошлом году здесь очень много малины собрали, да, Сандара? Да. И что мы делали, когда мы собирали малину? Мы ходили и убирали лес, да? Каждый раз, когда мы собирали малину, мы в благодарность убирали лес и относили по 2 пакета до мусорки. Вот после таких посиделок там шашлыки жарят. Остается очень много мусора. Здесь классно видно границу вот леса, и район уже начинается. Вернее, здесь он заканчивается. И вот через этот лес там идет уже трасса. Мы, кстати, как выбирали этот район, мы приехали с детьми, и дети уже по площадкам сами выбрали за нас. Они даже не заходили в квартиру и сказали, мы здесь остаемся. Так и остались. Мы даже не знали, что здесь такие площадки. Мы просто купили, потому что тут обещали метро. Да? И тут прописка Москва. Мы купили, уже получили ключи, вышли на улицу вот ночью и идем такие площадки. Это как бонус. Вы даже прям. не Мы смотрели? не знали, даже мы не смотрели. Офигеть. Как-то А приехали. тогда уже все вот эти дома были или? Вот этих не было, было Ага. только вот этих прям вообще не было. Ага. Тут стройка шла. Пошли там. Получается, первая фаза была. Нет, была вот эта Диана Ахматова, А. центр. И тут Ага. без площадок там было. Вот в нашем дворе была площадка, но мы туда не заходили, представляешь, вообще. Когда купили, уже пошли ремонт делать, вышли. Да, одни из лучших площадок, наверное, в Москве. Здесь. Это город-парк. Очень классно. Ну и то, что нам особенно нравится, это вот близость леса, Метро. метро. Очень красота. Новый садик. Скажи про Буханку. Про буханку обязательно, да.
Это наше обязательное место после прогулок и во время прогулок. Та-дам! Главное слово это Джуна, Кали! Джун проверяет карандаши на этот. Пишет, не пишет. Едет никогда. Арчен, минди кашты? А? Стоит 18 миллионов. Ой, трешки 18, а двушки где-то от 13 до 15 миллионов. Однушки от 9 миллионов. Это Вторичка, да. вторичка, да. Почему-то новостройки дороже. Это я тебе говорю, эксперт по недвижимости. А за сколько сдают? Расскажи. Ой, щас За сколько сдаешь? я не сдаю. Я говорю, это цены на съем сейчас упали, кстати. А двушку можно снять от 40 тысяч даже сейчас. Однушки от 30. Так, ну может там еще дешевле. Трешки от 50 можно Ну, не снять. дешевле. 35 где-то однушки. 30. Да? Да. Все от ремонта зависит и еще от расположения. Чем ближе к метро, тем дороже. Посмотрим, сколько стоит здесь жилье. Мы, кстати, когда гуляем по Москве, всегда нажимаем, пользуемся вот этой функцией. И здесь входят эти актуальные объявления на Циане. Однокомнатные от 10 миллионов начинаются. Двухкомнатные 13 700. Суточная аренда еще тут появилась, раньше не было. Сейчас строится. Так, здесь показывает сколько. На квартиру на сайте можно выбрать. От 7 миллионов, от 7,7. Ну, это студии, да? Отсюда до метро сколько идти пешком, интересно? Минут 20, наверное, да? Мне кажется, больше. Да? Ну, до нас отсюда, наверное, минут 5, нет? Больше. Чуть больше 20, значит. Да. Поэтому отсюда ездят в основном на автобусах до метро. На автобусе минут сколько? 10? 5? Ну и ждать его, да? Так, что сразу. Огромный Да, дом покажешь построен. игрушки сандалии? Вот новую школу построили. С осени вроде должны открыть. И
Вот это получается первая линия у пруда, и там пруд благоустраивают. Вот. Вроде как летом должны открыть. Город-парк Деревянный называется. Мы уже устали, да? Наверное, мы продолжение снимем еще в другой день. Мы только прогулялись по парку и обратно по лесу. Джо уснул, Арчин проснулся, все поиграли, наигрались. Идем домой сейчас. В общем, на фоне библиотеки из Переделкина хочу вам выразить признательность, что досмотрели этот влог до конца. И хочу поделиться еще одним местом нашего района. Это Переделкино. Самое любимое наше место. Здесь очень-очень тихо, уютно. Есть кафе, рестораны. Очень уютная территория, много лавочек, лежаков, очень классных мест. Тихо, уединенно. Мы очень любим Переделкино за классные мероприятия, которые тут проводят, и за атмосферу. Оставляйте ваши комментарии, если вам понравилась эта рубрика. И если хотите дальше продолжение, то мы будем напрашиваться в гости к нашим друзьям, которые живут в разных уголках нашей Москвы. И будем гулять по их паркам, по их районам и спрашивать у них про все про их район. Еще раз спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь и ждите следующие видео.